Если вы как-то будете недобросовестно к этому относиться, то вы хуже напишите экзамен, поступите место похуже, потом будете жалеть, что вот так поступили. И, конечно, всегда можно будет поменять, там, и второй раз написать ЕГЭ, но лучше же с первого раза все хорошо сделать и быть собой довольным, гордиться собой. Вот, так что, относитесь к этому, пожалуйста, более ответственно. Это вы уже не маленькие дети, уже большие дети. Вам нужно хорошо написать экзамен в хороший университеты. Вот. Я помню, что вот тоже до какого-то класса не так ответственно относился. Точнее, я понимал, что по физике и математике у меня будет все хорошо, но по русскому языку могли быть сложности, я мог не добрать нужное количество баллов. Вот. И я помню, что в одну из ночей я проснулся такой, все, мне нужно готовиться. Я хочу купить вот онлайн-школу, курс какой-нибудь. Там по каким-то советам купил курс по русскому языку. Вот до этого я писал вот эти пробники на 70 баллов, вот прошел вот этот курс и всегда писал на 91+. Вот эти, да. Но это уже не важно, потому что время прошло, может, они сейчас не так хорошо учат. Парта была. Майя Гагашадзе меня учила. Вот. То есть вот онлайн-школы, вы их проходите, и, во-первых, если, тем более, вы за свои деньги купили, у меня вот была стипендия от Ленинского края, моей академии наук, я вот на нее, часть этих денег потратил на онлайн-школу. Тогда вам становится вот, жадно, что ли. Вы потратили свои деньги и хотите вот, чтобы они не попали просто так. Вы начинаете учиться, и с большей ответственностью к этому относитесь, и в конце у вас получается получить более высокий балл. Вот у меня вот с 70 поднялся до 91, и вот так и держался. Примерно на уровне 91, даже чуть больше у меня было. Вот. И на самом экзамене не нужно нервничать, нужно как-то понимать, что это хоть и очень важно, но если вы переволнуетесь, то напишите хуже, чем могли бы. Поэтому просто напишите, как вы готовились. Вы так долго готовились, уже год или больше. И вы просто должны сделать то, как раньше делали на пробниках, набрать свой балл и поступить в вуз, в который хотите. Он потратил свои деньги на курс, да? Конечно же, если бы это оплатили родители, это было бы у вас как это, заставили родители подготовиться, пойти учиться. А если вы сами потратите свои деньги, да, это уже будет совсем другая история, да? Это значит, вам после, с какого возраста должны работать дети? Да, начинаете работать, копить на вашу онлайн-школу. Отличный лайфхак. Спасибо. Вообще, если говорить о лайфхаках, то рецепт поступления, вообще достижения любых целей — это поставить перед собой цель, составить план и строго по этому плану готовиться. Я не знаю, рецепта проще нет. Ставишь план и четко по нему действуешь. А дальше уже вопрос, насколько хороший был план. В случае, если покупаются всякие онлайн-школы, то просто потратьте время, часа 2, 3, 4, 5, кто сколько хочет. Это правда, просто берешь и дисциплинированно готовишься. Это в целом по жизни. Если хочешь чего-то достичь, то ставишь план и все. Я не знаю, зачем это мусолить, прям очень много, мотивация туда-сюда. Все решается ежедневным трудом. Вообще, совет уровня, если вы бездомный, купите дом. Я не знаю, просто на самом деле сложно иметь мотивацию, это не всегда очевидно, зачем тебе это нужно. Даже можешь осознавать, что тебе нужно, у тебя чисто мозг так устроен человека, что ты просто отдашь предпочтение получению дофамина, просто фильм посмотреть, я не знаю, просто расслабиться.
Да, да. Вот реально как бы современный мир полон соблазнов, поэтому о мотивации говорить на самом деле очень важно, потому что ну, только единицы могут просто взять себя в руки и начать просто, как он сказал и как он делал, да, ежедневно трудиться. Я уже лет 5 так жил, ну, лет 5 жил точно так. Да, поэтому думайте, надо к этому стремиться, но если вы не достигли этого, то это не так страшно, как бы. Ладно, вот я, да, рассказывали про то, как он на свои деньги покупал, и я вспомнил, короче, грустную историю. Вот мы этим летом, да, такая грустная на самом деле история, мы этим летом проводили летнюю школу на базе РЛИ. Да, мы там проводили летнюю школу, получается, там дети могли учиться 10 дней, там были 7 и 8 классы, 10 классы и так далее. И там был один мальчик, который закончил 7 класс. Я не буду говорить его имя, но он приехал из Верхнего Вилюя. Он приехал, ну, у него были деньги только, чтобы доехать до Якутска. Но он очень был целеустремленный. 8 класс закончил, ладно. 8 класс закончил мальчик. Вот он приехал из Верхнего Вилюйска, вы знаете, там дорога сколько часов? 12 часов оттуда ехать. Там, ну, очень дорого, короче, стоит, 5000 рублей, наверное, надо за это потратить. У него не было денег на обратный билет. Ну, еще он не просто так приехал, он приехал учиться, он хотел поступить в хорошую школу, и поэтому он пошел работать в бар. И он работал барменом. Это очень грустно на самом деле, потому что, ну, детский труд это плохо, а в баре это вообще незаконно на самом деле. Короче, он там заработал денег и пришел к нам в школу. Он заплатил за себя и за свою девушку это обучение. Да, он то есть 20 тысяч потратил на свое обучение. Да, девушке своей купил тоже наш курс. Да, потом он, короче, накопил денег еще на обратный поездку в этот Верхний Вилюйск. Ну, и его история очень вдохновляющая, мы подумали, очень грустно, да, что детям приходится работать в баре, так, заниматься нелегальным трудом, чтобы обучить себя, понимаете? Поэтому мы даже порекомендовали его взять в РЛИ. Нет, это Форест Гамп, он отстал уже был. Как бы, поэтому некорректно. Можно ли детям объяснить, сказать про летний курс? А. Как они могут туда попасть? Есть же дети у нас восьмиклассники, да? Да. Летнюю школу. Ну, вообще это чисто... Вообще в РЛИ как попадают? Да, давайте. Не знаю, давай. Ну, короче, рецепт прост. Нужно, короче, муниципальный этап там типа, пройти его, во-первых. Ну, то есть школьный перейти еще сначала. В СОЖ, в Сероса. Может, кто-то в зале не знает про республиканский лицей, да? Ага. Ну, есть дети, которые совсем маленькие у нас, да? Возможно, они не знают. Ну, это актуально только для тех, кто 8 класс закончил. Ну да, республиканский лицей-интернат. Но это типа Хогвартс. Самый Своего, да, своего якутского разлива. Там, ну, во-первых, он находится в Якутске. Это школа с интернатом, как можно понять, да? То есть людей из вузов тоже берут, не только городских. Берут с 5 класса, берут в основном олимпиадников. Точнее, в превалирующей степени только олимпиадников. Потому что там собираются лучшие ученики, ну, считается, что собираются лучшие ученики всей республики по всем дисциплинам. От ГУМ, каких-то предметов, до физмат. До 10 класса в основном только физматы учатся. И потом начинается разделение вот на 6 профилей. В 10 классе появляется резко 6 классов: физико-математический, инженерный, технический, политехнический, гуманитарный и биолого-химический. Ну, расшифровка каждого из них, кроме гуманитарного и биолого-химического, следующая. Физико-математический — это олимпиадники. Они, ну, по идее, должны стать там в основном учеными, /учителями, типа IT. А следующий класс, инженерный, делится на два подотряда, или как они там называются. Разделение, в общем, там есть. Инженерный и IT-класс. IT-класс
для информатиков, инженерный для архитекторов. Технический существует для вроде инженеров, да, которые эксплуататоры техники всякой. Сейчас Роснефть, прошу прощения. Я старые данные говорю, это класс, под регенством Роснефти, который получает там, могут получить целевые контракты и бесплатное обучение в каких-то всяких РГУ нефти и газа, да, наверное, могут получать на платной основе, но за них будет платить там, кто здесь вообще? Газпром? Роснефть? Роснефть, наверное, да? В общем, если у вас не хватает баллов на бюджет, но хватает баллов на платку, за вас могут заплатить. Но есть один нюанс. Вам необходимо будет отработать эти деньги. Такое мини-рабство. На 3 года, на 5 лет заключается в основном вроде, я насколько слышу. Например, у меня есть подруга, которая заключила целевой контракт с Министерством образования Республики Саха-Якутия, и сейчас там учится в педагогическом университете московском, и когда закончит, ей придется отрабатывать вот то, что за нее заплатит там 4 ляма рублей или там 5 лямов рублей. Она поедет в какую-то сельскую школу, вот, условно как моя Бестягская, где там будет учить там по классам 7 детей. Где будет тяжело и не хватать кадров, вот туда ее просто отправят. И она не сможет отказаться. То есть, потому что если она откажется, то она будет платить неустойку. А это означает то, что все, что за нее заплатили другие, Министерство образования, например, в частности, все это ей придется платить в виде штрафа. Иначе, уголовное преследование, там всякая такая тема не очень хорошая. Но целевое обучение, оно классное, потому что оно в какой-то мере дает сразу 2 плюса. И сразу рабочее место после университета, и само обучение в университете. То есть для некоторых людей это идеальный путь, или если чуть-чуть не хватило баллов для какого-то заветного вуза, то можно заключить целевой контракт. И на самом деле эти целевые места, они не закрываются, насколько я знаю. По крайней мере, вот в нашем поколении они не закрывались. То есть то, что потребности по кадрам в республике Саха-Якутия, они не закрыты в молодых сотрудниках. Да, спрос больше, чем предложение, потому что людям как-то страшно заключать этот контракт с учетом неустойки, вдруг отчислят, вдруг не смогу закрыть сессию, вдруг что-то случится, и мне придется там брать академический отпуск и всякие такие дела. Их посещают мысли. Сложный выбор вообще. Сахалы идёт, bu barda олимпиадиктер, как я понимаю тогда. Мен боллағына чаға больше егіт оның көпсем. Потому что мен олимпиадик бодақпын. Участвовала, конечно, раз олимпиадаларға городского, республиканского и уровня, но ничем похвастаться не могу. Поэтому боллағына я решила сдавать ЕГЭ. Он на боллағына тетов демедімде. Он берес класска битті кәлем брамын историю тұтарабын демедімде. Он до этого обществознанием боллағына чисто из-за того, что я ходила в кружок по праву речуэйли. То он на боллағына хотел более на основе своего жизненного опыта гурьягачудым, ол огывын по обществознанию, он на боллағына тох. Ну вообще в целом хайдақ тұттарбын көпсемде. Он хайдақ білімден меппін. То білейін боллағына, оны тоқ ошибкалардақ білейін бірдің көпсемде по ЕГЭ. Анна боллағына самый основной ошибкамден туғаден историяға ағара қойыт дөлемнен ағалабыдым. Где-то в октябре, ноябре и генераль то, что я буду сдавать историю, он история хамый масштаб, был на эльбах материалах, поэтому я должна была за полгода пролистать, он прорешать задачи там, и так далее, и он и поэтому основной ошибкой мне репетитор нанимать давал бебер.
Поэтому, если у вас есть какие-то трудности, лучше нанимать репетитора или олаттар боланы онлайн-школа девиттерде, или можете онлайн-школу записаться. Но мен ханавар боллаганы 1 на 1 лучше с репетитором дегеним, если есть какие-то проблемы более. Онлайн-школага боллаганы арас-арас прайстардактар, он услугаларами арас-арастар, они могут 1 на 1 эми репетитор курдук хаяктарын, либо боллаганы в группе хайылар белемнилер. Ол группаны белемнилер боллаганы, это подойдет больше для детей, которые могут самостоятельно организовать свой образовательный процесс. Поэтому боллаганы он умеет это только надо делать, он репетитора, ими лучше нанимать заранее, чисто репетитор выгодно на терболамне, за месяц, за 2 месяца, это поздно диганывен, поэтому точно где-то осенью уже надо искать себе репетитора. При этом боллаганы бирер репетитор дагатым, это по русскому языку, потому что когда вообще история ко всем мне. Барта чехина боллади, зато тут простой кихи болам варана, то когда так ко всем болламди. В общем, он берет 100 класс калемрамбармын, только учутал бар боллана, только те пробник руявут хэп, егатугун, он на болан хакра баллахадым. Он так потом султан давудым, барахсан хайыркунеттан. На хакра демин, он на боллана хадан тут тарбадым боло демин комойдомде. Он на боллана тугун учуталым олох тохтевиде. Эрдеттен не сдавайся девите, он на боллаганы билингиттен уже белемнен сагаладакын үшөйтүк туттарын девите. Олихиттен боллаганы Оксама была репетитор нанимай даудын. Он в итоге репетитор боллаганы токон хайта графигынан бардын жарыктанаргын, тугугын ыктахын бардын эден ихер боллагади. Олихиттен боллаганы онду каямын үшөйдүк туттар будым. Битегер нучу толун боллаганы 94 балл буду. Онтон үшөйдегенибин нормально, вот. А так бастан это вот топор воланы тёрдүнчен курдук баллагадым. Поэтому за полгода, год, поэтому и не каравал бар боллаганы. Главное не отчаиваться, и он на воллаганы белемне не ханада диханыбын хэп. Он на никтен себе легпен багарабын. Он самое главное бардын эрдеттен диханан не ханада ден. Он история бар, общество знаний бар боллаганы, к сожалению, репетитор нанимай давадам. Бэм бардын кайягам диханабыдым. Отон мен бэм боллаганы хайдар самостоятельно хоспи то үйренячи диханырытымнар. Ток пар жеголене, ток пар тугу бардын эделерин бардын сорогонгорун ихер үйренячитим. Оны болан бэм хадан кайям диханабыдым. Оны боллаганы, к сожалению, боллаганы бывает такое, то, что в школах историяны или обществознание, или анныкамета атын арас тоқтары предметтеры учуталлар боллаганы. Честно, это я когда кыртык баганы көрдектен хэптен эдеми. Поэтому не надо надеяться на учителя, надо, главное, надеяться на себя, если вы сдаете ЕГЭ. Он улиттанами, он умертеттен хаяханады, бартан эртеттен жаханаханады, репетитордан хаян. Он боллаганы самое главное при подготовке к ЕГЭ, ОГЭга эме. Это самое главное. ФИПИГа кирагат, ФИПИден сайт пар, где банк заданий. Вы открываете тот предмет, который вы сдаете. Например, история обществознания, либо русский язык. Вы находите, он на кодификатор и спецификация январ. Он на кодификатор буквально все темы, которые проверяются на ЕГЭ баллар. Ничего более. Он перевек лидер, он боллаган эрдеттен, например, за год, он кодификатор ариат, он боллаган на протяжении года боллаган, он бардын көрат. Юэретен кирен баргат, он там боллаган, он параллельно, конечно же, прорешивание заданий боллагадин. Он ЕГЭден минханавар боллаган, в какой-то степени боллаган это именно до автоматизма терьертер процесс тиханывен. То есть это нужно прорешивать очень много заданий. Горох заданиялар бәбәләре мәгенхаллар, ханныктар заданияларга булган алгоритмнары барда бир, онны булган, например, бир тема хайылар. Например, мы здесь можем имеется в виду то, что бир заданиега, бир тема, например, берекеленер, иккиске атын, өске атын. Например, обществознание булганы 3 задания, например, чисто на экономику, например, 18-19 курдук. Это чисто экономика курдук болон хэп. Ханныктары боллаганы, например, право ребревекелилер, ханныктары ремеманны колихтан кодификатор ден самый важный момент тиханывын ика туттарар гыдер хэп. Онна спецификация ден тугун объясняйдывын. Спецификация это тоже документ, который составляют разработчики ЕГЭ и ОГЭ. Ол спецификацияга боллаганы тохтар баллар.
Хайдак каз бирди задание хайдак оценивайданарын, онна хайдак көрөллерин кайыллар, хурияллар, онны эрдеттен. Тох бар требование, бар тол спецификация хурулан хиджарха. Поэтому инниктен эрдеттен этяхпин багаравын. Оны ите билеген ите жалейдырым, ен ите история бар, общество знали бар, репетитор или же онлайн школа ылбадам, оли хиттен боланы балым. Лично бәм чистере, бәм подготовка хунан кырадиханывын. Оттан он бәм даган эме улаханны көйдәвәт едим на тот момент, то, что решается моя будущая жизнь, инден олах хаяват ылымат едим, потому что оғадим боллагаде. Он где-то 70 плюс точно бар, это по истории, по обществознанию, то есть у меня где-то около 230 или 240 баллов в общем. Поэтому летен эрдетен эпетимде перед вообще в целом выступлением, то, что мен сылыфулга килибетимден бакалавриатка, мен вообще в целом на протяжении 10-11 класса олак атын корыкка бара вандиги живытым, обычно боллаганы бихике хастагы олар раз хана дойдуно хирин көрөктерин багаралар, оны була атын корыкка поступайдыктырын багаралар эди. Оны мен өмиондук багарар этим, мен олак Питерге багарамын диретим, оны боллаганы балым тибет быгылак тиханан бармын битоге эче болдун халары эппинди ханабытым. Тогодейдакка, во-первых, мен боллаганы психологически, кстати, еще настраивайся генер эме, это очень важный момент. Мен 11 класстан кенниттен болан, мен оны охетта хастагадым. Онны охетта хастаг болан баран мен бәм жеготовун, более тепличного условия гайнулаппыт, поэтому боланы жондорум аттылары лучше хиджамун үйредим диханабытым. Онны олихеттен Жокускаги кирдагамди Северо-Восточный федеральный университет. Онтон уже онтукпун битерим барамын. Уже улахан кихе болдум дебидим. Хатан атын корыкка жаханан каян сыджым дебидим. Онны болланы уже онны магистратура атын корык кирдагамди. Поэтому, если что, эти путь у всех разный день это вот, эти ага, эти самое главное взросление день этап эмена, учитывая дыханада день, он на психологическое состояние на эме. Вот. Ну давайте поговорим вообще в общем про выбор жизненного пути. Вот, допустим, поговорите про экзамен, вы сдадите экзамен, а что дальше, да? Типа, ну, экзамен сам по себе, он ничего не значит. Он нужен для чего-то, конкретно он нужен для поступления. Я не знаю, кто из вас хочет поступить в университет? Собирается? Один человек? Или все? Я не знаю, типа. Наверное, все, да, если вы ЕГЭ сдаете? Да, там, ну, выбор университета, выбор направления вообще, типа, ну, вуз тоже как бы не конечная точка. Вам после вуза потом идти работать. И было бы хорошо, если бы ваша работа как бы была бы связана с вашим обучением. Не зря же вы будете учиться 4 года в университете, да? Да, 6 лет. Давайте поэтому поговорим про выбор жизненного пути, там, вообще, работу там выбирать. Всякое такое, давайте. Начнем, наверное. Просто расскажите, как вы выбрали вообще свое призвание, я не знаю, что-нибудь такое. Наверное, забыли, у вас какая профессия, на кого вы учитесь, да? Скажем вот так вот, мой пример, наверное, будет не самым лучшим. Я просто плыву по течению. То есть, на самом-то деле, Так не делайте. на учебу как бы я либо иду за кем-то, либо меня зовут на учебу, а вся работа меня сама находит. Скажем вот так вот. Вот. Ну, то есть давайте быстренько расскажу, чем я сейчас занимаюсь и где и как я учился. Ну, вот, то есть я в самом начале, так, скажем вот так вот. Я практически не готовился к ЕГЭ. Я там, наверное, не знаю, недели 2 потратил. Вот, и большая часть из них по физике, просто чтобы заучить формулы. Все. Вот. Почему? Потому что у меня по олимпиадам там хватало на поступление практически в любой вуз, практически на любое направление. Вот. И, в принципе, я об этом особо не парился. Я там больше думал об Олимпиаде Туймаде. Вот. Слышали про такую международную олимпиаду, которая у нас проводится? Олимпиада Туймаде.
Ну, то вот Михаил Ефимович Николаев начал в Якутии проводить как международную олимпиаду. В то же время, когда он начал в Азии, только по предмету. Вот. Ну, кстати, я могу быстренько рассказать про олимпиады вообще в республике, какие там вообще разные лагеря есть, какие олимпиады существуют. Вот. И про свой жизненный путь. Можно? Так, давайте быстренько расскажу, какие у меня есть достижения по олимпиадам. Я абсолютный победитель России, я абсолютный победитель Межнара стал недавно. Также я жюри международной олимпиады, руководитель национальной сборной, ну и просто преподаватель и тренер, скажем вот так. Окей, с чего? По математике по большей части, по физике у меня там победитель олимпиады первого уровня и участник международных, все. Вот, то есть олимпиады, как говорили, они перечневые, то есть учитывается в основном только перечневые олимпиады, они бывают 3 уровней, третий уровень, второй и первый. Первый самый сложный. Вот. И скажем вот так вот. Обычно бывает так, что олимпиады 3-го уровня, они повышают ваши баллы ЕГЭ до 100 при поступлении. Вот. И на самом-то деле получать призера олимпиады 3-го уровня, это не так уже сложно, скажем вот так вот. И там подготовки прям сильной-сильной не нужно. Вот. И при этом там в каких-то плюс-минус стандартных, скажем так, университетах это может дать даже право поступить без вступительных испытаний. Вот смотрите, допустим, в какие города вы хотите и в какие университеты хотите поступить? Питер, ладно. Есть те, кто хотят в Питер? Вообще почти везде теплее, чем в Якутии. Ну, вообще, основной выбор для тех, кто не хочет учиться в Якутске, это Питер, Москва и Владивосток, по большей части. Там, конечно, некоторые ходят, в том числе в НГУ, там иногда Красноярский, Томский. Ну, Новосибирск холодно. Минус. Да, в Новосибирске холодно. Ну, Казанский еще. в Казань, кстати, тоже едут. Там прекраснейший город, на самом-то деле. Можно, в принципе, про города рассказывать или потом, наверное, да? Да, можно. Окей, давайте расскажу быстренько про Владивосток. Скажу сразу, там очень и очень сыро и ветрено. Вот, то есть в первый раз, когда я туда пошел, это в рамках летней математической школы, там можно было просто выйти на море и встать под 60 градусов, и ветер тебя будет держать. Да. Вот. Там очень ветрено, там очень сыро и иногда очень холодно. Вот, относительно. Его все критикуют, потому что там улица, знаете, грязная, И скажем вот так. Вообще, весь Дальневосточный федеральный университет, он находится наверное, там не весь, но большая часть находится на одном острове. Вот. В одном отдельном острове там получается общежитие, корпуса, там по оснащению прям все очень хорошо, все есть необходимое, и в принципе условия жизни тоже довольно-таки хорошие. А цены, скажем вот так вот, они чуть-чуть меньше, чем в Якутске по ценам. Вот. Но транспорт там просто ужас. Вот. То есть вам получается, будет очень сложно ехать в город, потому что там автобусы ходят, во-первых, очень редко, а во-вторых, они очень и очень загруженные. То есть там просто огромное количество людей, и вы, получается, как сардельки будете сардины. Вы поняли. Вы будете там целый час добираться до города. Вот. Обратно практически то же самое. Такси там по ценам вроде нормально, но каждый раз тратится, что-то не хочется. Слишком подробно, да. Там в обществе так просто, в общем, Москва. Там купаться можно? Купаться нельзя, потому что это судоходно. Главный плюс, главный минус. То есть там холодно, там цены чуть пониже, учат там очень хорошо, по большей части именно информатику, то есть по большей части там именно информатика. Вот. Ну, типа, да. Так, Да, еще в УФУ много языков, там если... да, там очень много языков. Так, что там?
Да. Это надо отметить. Вот там, если думаете, что Якутск самая холодная точка в мире, ну... вы Он всё равно- врет. В Якутске реально холодно? Нет, в Якутске реально холодно. Вот все эти байки про влажность, но это все не Владивосток важно. ты сталкиваешься вообще с другим холодом. Нет, Просто там на не день стоит уходить. Нет, А. смотри, нужно в ветровке быть и в чем-то теплом. Это типа неприятно, а тут просто больно. Просто на день и выйти. Смотрите, в чем проблема. В Якутске, условно говоря, температура, она практически одинаковая, и она сильно не скачет. Почти всегда холодно. А во Владивостоке в один день может быть тепло, а в другой очень-очень холодно. И из-за вот таких вот резких перепадов вы можете, условно говоря, одеться очень, ну, не по погоде. Вот. Да, в итоге ты сказал, что ты в основном сейчас занимаешься преподаванием, да? Поэтому запоминаем, учить математику надо, хотя бы, чтобы стать учителем математики, как говорится. Но у меня, короче, есть лучший пример того, как репетиторы сейчас живут, короче. Ну, у меня есть 3, короче, знакомых. Один является студенткой, моей однокурсницей, зарабатывает 230 тысяч в месяц, при том, что она учится и при репетиции. То есть у нее не прям полный рабочий день. Даже при этом она зарабатывает 230, это раз. Запоминаем. Но это очень такая монотонная работа, но кому-то очень в кайф, если преподавать вам нравится, это вполне себе выбор. То, что вы можете, в принципе, всю жизнь так жить и бед не знать. Самый вопиющий случай, который я встречал, это человек, который 10 лет репетиторствует, ему сейчас 32, он зарабатывает 340 тысяч в месяц и живет в центре Москвы, ну, ни в чем себе не отказывает, это прям хорошая зарплата даже по московскому уровню. Ну и третий пример, sad story, насколько он, типа, у него вроде бы 250к в месяц тоже. Да, 250 тысяч выходило, он прям полный день учил, но он все типа сливал, он ничего не копил. Но поэтому у него типа не очень хорошо живет. Но типа эти 3 примера для меня типа достаточно доказывают то, что можно репетиторство себя прокормить вообще типа не заботясь ни о чем. Типа, буквально годик пострадать на 80 тысячах в месяц и уже потом типа жить с полным удовольствием. Так, вот, рассмотрели один жизненный путь. Стать учителем. Расскажешь про то, там, как вообще художники живут, чем они занимаются или что-нибудь такое? Что рассказать? Ну, я любила рисовать вообще с детства. Вот. Какие работы делаешь? Ну, я на заказ рисую и преподаю тоже вот курсы веду. Курсы, мастер-классы, частные или даже групповые провожу. Нет, у всей не приду. Ну, где знакомые, друзья. Да. Вот. Ну, нет, скорее про вот чем занимаетесь, насколько это типа реально. Но вообще я слышал то, что художники же кучу денег зарабатывают. Художники обычно, это от уровня зависит. Если начинающие где-то там 30-40, ну, нормально так зарабатывают. Но сон продвиженные, так, более так, 50-100 могут все спокойно тысяч. Спасибо. А каким жанром вы занимаетесь? Я создание персонажей и в основном иллюстрация книг в последнее время. Ну, сейчас в поиске еще своего стиля девушки, да? Но в основном вот создание персонажей. Я вообще с детства рисую. А так, в компьютере диджитал, это уже лет так 3 уже. Сильно не надо.
Да, если ладоен. Можете по-английски написать и пробить. Это, не думаю, что в ближайшие годы вас типа, и всех заменят, нет? Вот я говорю. Заменит, но, конечно, сейчас вообще заменила, да. Но все равно человеческая работа не заменит. Только живые краски не заменят. Знаешь, на уровне искусственно у нас и натурально. Типа искусственный ничем не уступает по качествам, но почему-то все предпочитают натуральные. Ну там, где можно, там везде будут сидеть. Ну и я вот в рисунке тоже использую нейросеть. Это очень помогает. Надо, то есть тут нейросеть не должно тебя добивать, наоборот, ты должен пользоваться. Вот. Это как помогающий элемент. Он не должен тебя заменять. Вот. И вообще я хочу вот посоветовать то, что вот учитесь на моей ошибке. Короче, после школы, после колледжа я решила, что типа, подумала, может, нам вуз не понадобится, я же творческий, все такое. Но потом понимаю то, что все равно вовремя надо было поступить, проучиться. Это все равно дает стабильность и уверенность. Типа, без этого, без образования, все равно вовремя надо учиться, как бы ловить момент. Вот. Да. Ага. Я вот в ИСФИР поступила, и мне очень понравилось вот, высшее образование, все такое. Я подумала, все-таки это важно, и я вот собираюсь, вот, готовлюсь к ЕГЭ, и собираюсь поступить тот вуз, который я хочу. Ой, у меня быть. Ну, я не знаю, нас попросили. Ну, вообще не знаю. Нет? Ладно. Ну, короче, люблю Якутию. Вот. Ну, решил рассказать, да? Без причин. Ну... Извините. Просто я не понял, как подводку сделать, типа, к этому. Поэтому, ну, вот так в лоб, короче. Но... Ну, извините. Вообще, ну... Если говорить серьезно, то, ну, в словах я могу, типа, конечно, позволить себе что-то сказать не очень, типа, вроде соответствующее какому-то образу патриота своей, типа, родины, там, Якутии, да, но все мои действия, которые есть, и я считаю, что это вполне оправдывает все, что я говорю и анализирую дополнительно, в плане негатива, да, потому что я все делаю только, типа, более-менее направленно на то, чтобы помочь какому-то подрастающему поколению, потому что я, ну, в какой-то мере молодежь же, да, Якутии, даже если я живу в Москве, и мне хотелось бы помогать как-то, и, ну, учитывая мой жизненный путь еще, типа, то, что я начинал совсем, типа, с... вообще бедственной школы, то, что там катастрофа была до уровня того, что физику мне преподавала учительница, которая не знала русского, ее вторым языком был не якутский, а узбекский, либо без негатива к ней, но просто достаточно проблематично было учить мой любимый предмет у преподавателя, которого ты не понимал, просто не понимал, буквально то, что она говорит. А во-вторых, типа, математика, мой второй любимый предмет, мне ее преподавала географичка, которая, типа, ну, решала хуже математику, чем я, тоже без негатива к ней, но просто так вышло, то, что у нас огромный кадровый голод был, типа, у меня село, типа, на 500 человек, я в классе учился, нас было 7, ну, типа, буквально, ну, одна из самых типичных вообще сельских школ, вообще прям в глубинке. Вот. Я как-то так стартовал, и мне невероятно повезло, то, что существовало невероятное количество социальных мобильных лифтов, которые у нас есть, да, в Якутии. И, ну, я чувствую ответственность и долг, и мне самому, типа, приятно то, что я помогаю этой штуке реплицироваться, типа,
продолжать жить сквозь поколения, сквозь годы и как-то улучшать, как-то видоизменять. И из последнего вот как раз-таки то, что произошло и закончилось совсем недавно, мы с одним моим другом организовали летнюю школу для как раз-таки не олимпиадников, то, что прям такого, скорее, ниже среднего уровня учеников, школьников, чтобы подтянуть их по базовой какой-то математике и физике, по школьным знаниям. И мы это вынашивали, получается, сколько? Ну, с мая месяца мы потратили невероятное количество усилий на организацию всей этой школы. Она получилась в итоге на 89 человек примерно, школьников, да, и, ну, по очень низким ценам, гораздо ниже, чем типа, требуют другие какие-то образовательные платформы, и с невероятно, ну, мы считаем, что с невероятно высоким уровнем преподавания, потому что все преподаватели были действующими студентами ведущих вузов, которые получали отличное школьное образование и университетское получают сейчас. Что еще, в чем я еще участвовал в последнее время? Ну, я практически за бесплатно был жюри типа, всяких олимпиад, которые, ну, нуждаются в таких типа студентах, которые на скорее альтруистичных каких-то мотивах проверяют, дают типа задачи, создают условия этих задач. Ну, в общем, участвуют в организации всех таких мероприятий. Что еще было? После первого курса мы делали эту же школу, но в гораздо меньшем масштабе. Там у нас всего было типа 30 человек школьников, да, которые у нас учились. Ну, я не считаю, что, конечно, я весь долг оплатил, как-то типа помог действительно в какой-то явственно видной степени, но какой-то свой посильный вклад и совмещая приятное с полезным, я люблю помогать своей родине. Своей малой родине помогать. Ну, вообще, да, он подсвечивает на самом деле проблему. То есть, ну, конкретно в нем нет проблемы, но есть проблема. Называется утечка мозгов из Якутии. Вот вся успешная молодежь из Якутии, как только она сможет уехать из Якутии, она уезжает и не возвращается. И поэтому у нас, как бы, ну, есть много якутов, допустим, в Москве, Санкт-Петербурге, которые ничего на самом деле полезного для Якутии не делают. Ну, можно так сказать, если грубо. И из-за этого у нас, допустим, есть кадровый голод в некоторых там даже министерствах. У нас как бы плохие управленческие решения потом принимаются, потому что нет кадров высококачественных. Почему так происходит вообще? Ну, чтобы как бы умная молодежь уехала, она должна стать умной, да? На самом деле Якутия по сравнению с другими регионами, как бы и по сравнению с численностью населения, допустим, у нас 1 миллион человек вроде в регионе живет, очень хорошая инфраструктура образования. То есть это, я бы сказал, еще началось с так называемого Алексеева, я не помню имя на самом деле. Да, Михаил Афанасьевич Алексеев был такой учитель, народный учитель России, Советского Союза. Михаил Андреевич Алексеев. Да, он основал в Верхневилюйске школу, где учил детей, и при этом он учил их супер успешно, то есть очень успешно. Там вот первый выпуск, там половина, потом стали директорами школы, типа, ну, грубо говоря. Но они международные. Да, то есть они из Верхневилюйска, это ну, даже дальше, супер далеко от Якутска, да, но при этом они достигали невероятных высот благодаря именно учительскому мастерству Алексеева. И получается, вот с его выпусков у нас появилось очень много как бы хороших деятелей в сфере образования, которые потом сделали, допустим, вот сеть президентских школ у нас есть, там много, куча лицеев, у нас в каждом селе типа, есть лицей, гимназия, что-то такое. На самом деле это супер нетипично для других регионов России, только в Якутии такое на самом деле есть. И да, и как бы один из результатов вот, работы Алексеева, это на самом деле ну, нынешний глава Якутии, Айсен Николаев, как мы знаем, он из Верхнего Вилюйска, и, скорее всего, бы он не поступил бы в Московский государственный университет, если бы как бы не было Алексеева. Да, ну, его преподавателями были ученики Алексеева.
И как бы он не стал главой Якутии, если бы не Алексеев на самом деле. То есть у нас очень много как бы идет еще с тех времен. Именно, как сказать, вот, образовательная инфраструктура. И как бы, ну, Айсан Николаев, он очень много тоже делал для образования. Допустим, вот 100 тысяч рублей дает вставальникам. Такого тоже нет в других регионах. Только в Якутии есть такое. И да, невозможно как бы не оценить вклад первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева, который сделал образовательный центр там Ленский край, открыл вот как раз сеть президентских школ. Ну, на самом деле он много сделал для образования, то есть к нему можно относиться как угодно, но именно в сфере образования он сделал очень много полезного, поэтому сейчас у нас в Якутии очень хорошая образовательная как бы инфраструктура, которая делает много хороших кадров, но, к сожалению, проблема, с которой мы пока не знаем, как бороться, что эти кадры не возвращаются в Якутию. Поэтому надо что-то думать на самом деле над этим. И я надеюсь, что если вы станете успешными, то вы непременно вернетесь в Якутию и сделаете что-нибудь полезное. Да, давайте продолжим, как раз это было как бы отступление патриотическое. Ладно, Москва лучший город на земле. Да. Ну, не знаю, я мало видел городов, но Москва пока лучший. Я видел типа Москву, Казань, Якутск, Питер. Но Питер конкурирует, но он очень некомфортный в плане типа жилья. Короче, в основных Москвах очень большой, куча человек, всегда можно найти свое место. Вот типа, ты можешь быть сколь угодно уникален, сколько угодно, типа, у тебя может быть редкое хобби, занятие, интересы, но ты всегда в любом случае найдешь, типа, если не будешь сидеть на месте, свое место во всей этой огромной системе. Москва — это, типа, город, где как бы все вокруг тебя ритмично движется, очень быстро. Типа ты оглянуться не успеешь, если ты останешься на одном месте, все вокруг тебя обгонят, перегонят, ты останешься одним последним лохом на селе, но именно это и подстегивает, типа, постоянно развиваться, что-то делать, что-то чему-то учиться, с кем-то типа вместе идти по каким-то сложным дорогам. Из минусов очень шумно. Но как раз-таки этот плюс обращается для многих в минус. Люди ненавидят некоторые жить в таких условиях, потому что они не любят, когда их подгоняют. Они хотят размеренной, спокойной жизни, где нету типа всяких еще дополнительных давлений, кроме учебы, работы, там типа отношений и так далее. Если на тебя еще и город давит, там это для них уже совсем перебор. Поэтому более эти человые люди выбирают вроде Питер. Ну, потому что Питер, как признают многие мои друзья, если не жить прямо в центре, а вы не сможете жить прямо в центре, это невозможно, ну, в ближайшее время для вас всех, там очень дорого. Очень спокойно, то есть это какие-то более в сторону каких-то тихих спальных районов, где все не напряжные. Как любит говорить моя подруга, основное отличие Москвы и Питера в том, что девушки не очень часто красятся в Питере, а в Москве все всегда накрашены. Кто-то подбирает специально луки, типа всякие типа фасон одежды, бренды, мода. Вот это все типа это московская тема, то что иначе встречают по одежке просто, короче. А в Питере такого нету. Ну то, что в Питере челы более расслабленно относятся ко всему этому, в общем. По ценам Москва невероятно дорогая. Просто невероятно дорогая. В плане развлечений. Ну, то есть, типа, если что-то, кроме продуктов, вы в своей жизни будете употреблять, а вы будете употреблять, потому что у вас есть, типа имеется в виду всякие кафе, рестораны, кинотеатры,
караоке, что бы ни было, куда бы вы ни ходили, как бы вы ни тратили свое свободное время, это всегда гораздо дороже, чем везде. Но продукты почти нормальные. Типа, ну, дороже. Дороже, чем в Питере Дешевле. но овощи только, мясо дороже. Там еще Да? техника гораздо дешевле. Но, кстати, там маркетплейсы очень быстро доставляют, в отличие от нас, скажем вот так вот. И, наверное, лучше этим сильно не увлекаться, потому что можно очень много своих денег потратить на все это дело. Ну, вообще, я же в большом количестве городов был. Давай, Ну, да. например, во Владимире, в Кирове, в Перми, в Улан-Удэ, в Владивостоке, еще где я был, ну, в Китае был. Ну, сейчас. Что делал? Меня тетя взяла Куда взяла? в Китай. Нет, я вообще про все эти города. Пермь, Киев, 20 городов. Владимир, зачем? Ну, еще Дубна, Электростали. Ну, в Ну, общем, это не считается, Мособласть не считается. ну, Дубна, это Мособласть, что Да, ли? это Мособласть. Жесть Московская огромная. агломерация. В общем, городов достаточно много, и если рассматривать по комфортности, то, ну, не знаю, дома всегда приятнее, ну, если так говорить. А если говорить про какие-нибудь... Долгопрудный, надеюсь? Да, конечно, я говорю про долгопрудные, понимаешь? Если рассматривать дом, то, ну да, тут приятнее. Просто люди свои, окружение свое, ну, ты понимаешь, какие тут люди, менталитет и так далее. Но среди своих, очевидно, быть приятнее. Ты к ним уже привык. Если рассматривать какие-нибудь спокойный город или неспокойный, то только Москва напрягает своим окружением. Там огромные многоэтажки, все время шумно. Если, ну, кто в чем видит красоту, я не знаю. Кому-то... Исторический центр Москвы Миллионы невероятно. не могут оставаться. Но смотри, кому-то нравится своя деревня, а кому-то нравится мегаполис. И как бы где-то красота для каждого разная. Ну, в Москве такая история. Ну, да, окей. Если рассматривать еще по каким-то критериям, только в Москве напряжно жить. Ну, и что тут? Все остальные города спокойные, там размеренная жизнь, такая около деревенская. Ну, это, как бы, возможно, некорректно сравнивать наш мегаполис и любой другой город. Ну, это столица, в конце концов. Все стекаются туда. А вы сами Я, ну, вообще городской, но у меня все родственники из Нюрбы. Вот. где вы себя чувствуете, как вы себя находите? Ну, очевидно, в Нюрбе, потому что у меня там родственники встречают каждый раз, кормят, ну, мне нравится. Вот. Еще проблемы, которые возникнут везде, это вкус мяса. Ну, абсолютно все сталкиваются с этим, то, что говядина невкусная. Ну, с этим надо как-то жить. И звонишь такой маме: мам, отправь мне, пожалуйста, чего-нибудь. Пожалуйста. Там, типа, молоко тоже невероятно невкусное. Да, молоко, оно прям отвратительное. Сыры не очень вкусные. Сыры тоже невкусно. Ну, в плане еды в Якутске прям хорошо. И это, Овощи очень невкусные, казалось. ну, Сейчас обратно начали чувствовать. Очень вкусные. типа, единственный плюс по вкусу это овощи, наверное. А если рассматривать остальную еду, то в Якутске вкуснее. Это, кстати, подмечали все друзья, которым я давал попробовать. Вообще, да. Ну, например, я давал попробовать жеребенка сырого своим московским друзьям. Всем нравилось. Говорили, какой богатый вкус, как вкусно. Ну, а кто-то просто боится. Ну, понимаете, сырое мясо. Вдруг я отравлюсь. Ладно, отравишься, отравишься. Ну, что, ну, типа, на твой страх и риск. Что мне еще остается? Ну, вот я тоже во многих городах бывал, но не только в России, и в Европе тоже. Рим, да.
Рим, Париж. Ну, я был в Евротуре, в общем, да. Да. Путешествие был по разным странам Европы. За один раз, да. Да, да. Что ты обо мне ничего не знаешь, мы уже столько дружим. Да, Виктор? Я не знал, что об этом ни разу не обмолвился. Или Россия, Болгария. Видите? Вот. Но в многих странах Европы был, Германия, Франция, Монако, Италия, Польша, Австрия. Может, некоторые забыл. Ну, в общем, во многих странах был и во многих городах самых популярных. Вот. И в Китае еще был, и в Пекине, в Казахстане был, в Павлодаре и Алматы. Вот. Вот, и сейчас я скажу, ну это, я могу сравнить, вот во всех этих городах я был, и Москва это самый лучший город, вот без шуток. Самая хорошая инфраструктура, лучшие люди, вот говорят там что-то шумно, да, что-то и на них город давит. Это город возможностей, самый хороший город, там и налоги низкие, и у вас есть вот бесплатная медицина, у вас есть вот хорошая учеба. Несколько хороших университетов есть в Москве, которые в топ мира даже входят. 10, наверное, или сколько? Ну, может, да, даже 20. Вот знаете, типа, есть поговорка «Свято место пусто не бывает». Я с ними играл в свою игру, и там в разделе поговорки почему-то я всегда их побеждал. Вот, и с этого, видимо, засмеялись. Вот. Святое место пусто не бывает. И вот знаете, есть республика наша. Больше всего населения в нашем городе Якутске. И второе место это Мекино-Кагарский вуз. Он очень маленький, но при этом там очень много людей. Это потому что это очень хорошее место, там комфортнее всего жить и рядом с вот рекой Леной, да? Вот. Ну, для кого как, но вот население говорит само за себя. Типа, раз там много людей, значит там лучше. Да. И посмотрите на Россию. Нас 147 миллионов, из них около 20 живет Москва и Московская область. Вот, да. Ну, можешь говорить, что хочешь. Хорошо. Намсы лучше всего. Первое место Намсы. Второе место Москва. Все остальное это уже да, не рассматривается. Но где я нахожусь? Если я так не скажу, то может я отсюда домой не уеду. Вот. Да. Москва очень хороший город. Вот говорят что-то про вкус, еды, там, как бы развлечения. На самом деле Москва очень большой разносторонний город. Вот Миша сказал, что каким бы странным увлечением ты бы не занимался, ты всегда найдешь себе единомышленников, вы будете вместе этим заниматься. Это правда. И то, что вот развлечение дороже, это правда, но есть и дешевле. Ну, то есть очень большой спектр. Если поискать, то ты найдешь что угодно. И примерно по каким угодно ценам. То же самое по еду. Может, вы просто плохо искали. У меня все. Получается, продолжаем про города. Я хочу рассказать вам про Санкт-Петербург. Получается, Санкт-Петербург это у нас город после Москвы в Олар-Баллагаде. Ребята уже сравнили. Хорошо, допустим. В общем, Тохтидлерде ребята про то, что в Москве, например, движ, а вот в Петербурге что-то более расслабленное Дидлерде. Это правда. Потому что если сравнивать, правда, с Москвой, в Петербурге все, например, это можно даже сравнить, например, метро. В Москве в метро все спешат куда-то, а вот именно в Санкт-Петербурге все очень медленные. Даже бэм болан харагор, бэм топор, например, университет, пархойдан, енистах бене боланы, вот потому это глобальный бадам, баранихедлер,
местные жители, она была его эти кенвертин батыгани хаган. Она была как студенческий городок, вообще в целом Санкт-Петербург, Минханавар была на хотя там тоже есть нюансы, которые я сейчас вам расскажу. Во-первых, Полана, там, я думаю, то, что учиться намного дешевле, чем в Москве, я думаю, если не снимать квартиру. Или же снимать квартиру. Имеется в виду то, что в Санкт-Петербурге, наверное, скорее всего, намного ниже на аренду будут. Как якутский робот. Ну, в Москве, наверное, выше, да? Гораздо. Гораздо выше, ага. То есть в Санкт-Петербурге намного дешевле. Он также еще хотелось упомянуть про то, что, наверное, в Москве тоже есть, я точно не знаю, но в Санкт-Петербурге есть проездная карта, например, которую вы оплачиваете где-то 1500 рублей и бесплатно ездите в метро на протяжении месяца, трамвай, в общем, все наземные транспорты и так далее. Он также еще скидка на РЖД бар, тугунан картанан, он была вообще он то есть большое количество денег в общем на барава Он эти были про нюански псивин. В столичных городах, особенно у ведущих вузов, у них общежитие находится очень далеко. Бывает такое. У меня вот как раз-таки такой случай. Я учусь в СПбГУ-де, то есть это второй классический вуз после МГУ. У них большое количество общежитий, но основной поток студентов они отправляют жить в Петергоф, то есть это очень далеко. Мне не повезло в этот год, когда я поступила, потому что они закрыли свои некоторые общежития на ремонт. Хотя, по сути, я должна была жить в городе. Поэтому я на протяжении года ездила 2 часа в одну сторону в город. То есть это в совокупности где-то почти 4 часа с чем-то. Я тратила на путь почти каждый день для того, чтобы добраться до своей учебы. Просто у меня не было возможности снимать квартиру, поэтому общежитие. Ну и в целом я хотела вообще в целом ощутить, что такое студенческая жизнь, потому что мен бакалавр я как раз таки попала в тот год, когда у нас был ковид, то есть я там особо со своими одногруппниками, однокурсниками не знакомилась, я особо никого не знала. Он была общежитие, а я ковид поэтому была позади халбута, и поэтому студенческую жизнь я сейчас как раз таки именно магистратура беременер барахатеван. Он вообще в целом еще что можно рассказать про Петербург? Кыгынын капсивин. Мен кыгын боланы сыласы, им был один ханам барбутым. Я смотрю, выхожу, просто пуховик, который мы обычно носим где-то в ноябре, он таксывытым минус 21 индин квартирантурарета, но при этом на улице было очень и очень холодно. Там влажность очень высокая. Кто-то говорил, то, что влажность и так далее, это типа не имеет значения. Возможно, ветер, да, мороз, курдук болар боллагаде. Он летом еще там из-за влажности тоже очень жарко и душно было. А так, вообще в целом, комфортная была температура, лично для меня, не считая, вот, например, мороза, в принципе, нормально диханы. Он также, если хотите поступать в Петербург, то надо готовиться к тому, что в Петербурге очень пасмурно, там часто дожди, и солнце буквально там посчитать по пальцам сколько раз вообще. 60 солнечных дней. Хорошо, 60 солнечных дней Гитлер. Он была на галухадных, он надо и по пункту, поэтому для меня тоже это очень комфортно. Он вообще в целом города Воллагана, бывает такое то, что выпускники, дети, они поступают, например, какие-нибудь более не особо престижные университеты, но ради города, то есть чисто простой вузка, например, в Москве или в Петербурге поступает дилер, но при этом зато в Москве дилер. Так тоже можно сделать, или же, в общем, вообще надо всегда слушать себя, смотреть свои возможности. Он вообще Санкт-Петербург, это вопрос парта. То есть, как раз таки, оно мне всех понимает. То есть вы имеете в виду то, что как относится именно к азиатам, да? Или как?
Мен, честно, вообще бирдеданы завод не сталкивалась с плохим отношением. Лично вообще бирдеданы хаяватагам. Меня даже не останавливали в метро, хотя мне говорили то, что там могут останавливать, Если да. парень, вас будут постоянно в метро останавливать, Да. а В Питере у меня было 0 раз, когда меня не остановили. Останавливают. В Москве типа иногда не останавливают. Если ты По часто злодею. тебя останавливают. Вот Ну, стой, вообще стой. и считается то, что вот в плане национализма типа, и такого типа, что это было? Шовинизма, да, ксенофобия, она Питер более предрасположен. Типа там люди более такие зажатые взглядом. Там в Москве люди уже привыкли. Они уже типа 20 лет живут в реальности, где у них типа половина, четверть населения это из Средней Азии. Им приходится как-то с этим мириться. И то, что если еще человек хорошо говорит на русском, им вообще все равно. Ну, если что, Питер именник Барангер, если что, все нормально, день это видите заранее. А так, Ну, вообще ничего плохого, ничего не происходит, просто кричать «Нихао», ну ладно. Типа смеетесь с друзьями, ну ладно. Да, ну, никакого насилия. Хорошо, день это видите. Да. Особо с таким вот не столкнетесь в идеале. Либо самое худшее проявление, то, что в метро останавливают. Ну ладно, 2 минутки. Ну, такое бывает, да, просто проверяют сумку 9 фартук. Ага. Лохан сумка была, например, просто досмотр, да, вспомнил. А ладно, барыги. Такой лайфхак. Можно снять шапку, и тогда тебя в метро не останавливают. Вот стой и ставь, каждый раз, когда я в шапке, меня останавливают. Хотя, казалось бы, ну, я не знаю, меня почему-то только в шапке останавливают. Я поэтому в метро просто снимаю и все. Я столько свой. Выявление лица программы. Нет, они там охранники стоят, просто люди смотрят. Если видят, что ты в шапке, такие, ну давай я тебя остановлю. А вот снимаю шапку и все, вопросов нету. Спокойно прохожу, вообще даже смотреть не хотят на тебя. Да, ну и последний совет, типа не спивайтесь, вообще не пейте, ну хотя бы первый курс не пейте, много не пейте, потому что покинув отчий дом, у вас появится соблазн просто начать спиваться, будете много пить, и вас отчислят, и вернетесь обратно в отчий дом, поэтому не надо. И давайте, короче, мы заканчиваем, если есть вопросы, их нету, тогда давайте общее фотографирование. Универсальный совет? Да. Я на Бургер Кинг. Я очень много хорошо покушал на 100 000 рублей. Потому что в Якутии мало было. Подруга потратила на одежду. Так, ты? Как вы выбрали? Колледж? Университет имеешь в виду, да? Ну, в моем случае все было очень очевидно. Мне сказали лучший физфак факультет МФТИ, да, такой, окей, я иду. Все. Вопросов не было. Нет. Ну, не совсем течение, типа, я же знал, что я хочу стать физиком-теоретиком, и мне рассказали о лучшем факультете. Но я такой, ну, видимо, нету, да. Все, ребята. Я, да. Физик-теоретик. Что, грустно? Ну, в моем случае. Мне, типа, пока тяжело. Ну, у меня же 3-й курс, все впереди. Примерно в магистратуре начинаем активно заниматься научной деятельностью. А в аспирантуре расцветаешь? Пока что терпим. Пока что терпим. Ну, по-другому и не. Ну, а что поделать? 3 курса терпели, еще 3 терпели. Все вопросы? Bu библиотека Советского. Вы вот этот объект создали для вас, для молодежи Нанского университета. Просто вот Кабалан, Мерлен Грамот, Devlet, bu mantıklı bir canlı
да, все родом там служатся, и ходите, и планируете, даже племянников балкалардан, братардан, кепсен, детей, бареби, барда, и не говорили, они тут было, да, я нравится, она так мне нравится, а вот для нас сейчас из библиотеки там же, или посредством. Ну да, наверное. Ну, тут как бы зона общения, конкурентная взглядывать к нам, надо Zoom форматом. И мне идет вернуть, вот на память о нашем коллективе, хотя бы мы накаля барбутты, махналыдар будет, да? Подарок, был перенесен на нее, когда там награда, и тогда барбутты видишь, он накаля мухтан, вот, костюм. Это чуть папе. Ünün saydı, ona duygular, Respublikanatlar, Hollandiya, aldı. Tungudan yerde bir. Молодцы, что пришли. Вас, единственное, что мы оголан был, я наверху на перспективу, Эреня Бин.